Палата представителей США приняла законопроект, предусматривающий санкции против китайских властей, проводящих репрессии в отношении уйгуров и других тюрков. При полной поддержке обеих партий за законопроект проголосовало 407 представителей. В свою очередь, Китай пригрозил отомстить США за поддержку уйгуров. Согласно сообщениям информационного агентства Синьхуа, официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чунин подчеркнул, что это является вмешательством во внутренние дела Китая. Оценивая ситуацию, глава информационного центра Восточного Туркестана Абдуджалил Каракаш сделал следующее заявление. На фоне бездействия и безмолвия исламского и тюркского мира, принятие данного законопроекта в США, ведущей торговую войну с Китаем, несет огромную значимость. Подчеркнув, что Турция должна поддержать борьбу за независимость Восточного Туркестана, депутат от партии ИИ в городе Конья Фахритдин Йокуш сделал следующее заявление. «Я призываю парламент хотя бы раз выразить свое негодование и осудить преследование тюрков». Выступая на пресс-конференции, Йокуш заявил, что для изменения демографического уровня и превращения коренных жителей региона в национальные меньшинства, Пекин безостановочно переселяет китайцев в Восточный Туркестан. Депутат отметил, что политика коммунистов в отношении народа Восточного Туркестана является ассимиляцией, и еще раз повторил, что тысячи интеллектуалов уйгурского народа либо убиты, либо находятся в лагерях. В заключительной декларации саммита, состоявшегося в Лондоне, было рассмотрено возрастающее влияние Китая. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры стран НАТО впервые затронули вопрос о Китае. Вместе с важностью совместной борьбы с терроризмом, в заявлении указывается, что Альянс должен рассматривать возможности и риски перед растущим влиянием Китая в международной политике. В Пакистане установили личности девушек, которых вывезли в Китай для заключения брака с гражданами Китая с 2018 по 2019 год. Согласно отчету Федерального агентства Пакистана, 629 женщин, среди которых немало несовершеннолетних девочек из малообеспеченных семей, были проданы китайцам и перевезены в Поднебесную. Пакистанские следователи начали расследование дела, жертвами которого стали сотни девушек и их семьи, обманутые китайскими гражданами, пообещавшим им беззаботную жизнь. Президент США Дональд Трамп встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Лондоне и раскритиковал его слова о смерти мозга НАТО. Заявления двух лидеров касались расхождений позиций США и Франции в отношении Турции и вопроса ИГИЛ. Выступая с заявлением, Макрон, столкнувшийся с недовольством НАТО и Эрдогана из-за резких высказываний в их адрес, не отказался от своей позиции. Макрон потребовал от Турции прояснить вопрос о зенитно-ракетных комплексах С-400. Являясь участницей Альянса, Турция приобрела российские С-400. Как это понимать? Ведь в рамках НАТО это технически невозможно, заявил президент Франции.